Angkatan Bersenjata Ukraina 6 April melansir, militer Rusia total kehilangan 919.570 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 13 tank, 20 lapis baja dan infanteri, 56 sistem artileri, 68 drone, dan 96 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.554 tank, 21.972 kendaraan tempur lapis baja, 43.050 kendaraan dan tangki bahan bakar, 25.786 sistem artileri, 1.354 sistem roket peluncur ganda, 1.124 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 335 helikopter, 31.846 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu militer Rusia, penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, depot rudal dan artileri, perusahaan perakitan kendaraan udara tak berawak serta kelompok tenaga kerja dan material Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 147 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom berpemandu jam dan 5 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, serta 208 pesawat nirawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 660 pesawat, 283 helikopter, 49.982 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti-pesawat, 22.683 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.534 kendaraan tempur MLRS, 23.233 senjata artileri lapangan dan mortir, 33.685 unit kendaraan militer pendukung. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение с сосредоточением живой силы и техники 2 механизированных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье и Миропольское. Потери противника составили до 75 военнослужащих, 2 танка, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных штурмовой бригад и бригады территориальной обороны в районах Комаровки, Кондрашовки и Каменки. ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, танк, 2 пикапа, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе 5 западного производства. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Константиновки, Правдовки, Зари и Катериновки. Противник потерял до 300 военнослужащих, 4 танка, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов, а также скоплением живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб JDAM-ER, 5 реактивных снарядов HIMARS и 208 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах Удачного, Зверева, Новоэкономического, Елизаветовки, Красноармейска и Алексеевки.
Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Отрадное и Вольное поле. Потери противника составили до 140 военнослужащих, 6 автомобилей и орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формирования механизированной бригады, бригады территориальной обороны и бригады береговой обороны ВСУ в районах Степового, Новопокровки и Лобкового. Уничтожены до 65 военнослужащих, БТР М113, 5 автомобилей и 2 склада боеприпасов. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.